Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я очень особенно рад всех приветствовать, потому что большое событие, но вообще Страстная неделя, да, в христианском мире. И в античности тоже эта Страстная неделя немножко по-другому называлась, да, но это большой праздник всегда был, собственно говоря, очень глобальные такие события. И я очень рад представить вашему вниманию действительно одно из самых великих глобальных произведений мировой музыкальной культуры. Сегодня мы с вами будем говорить о страстях по Матфею Баха. Я очень долго думал, как вообще подойти, подступиться к этому, потому что это действительно, сочинение колоссальное, и вот мне пришла идея в голову, что, может быть, за 4 раза мы попробуем охватить это произведение целиком. Так что сегодня мы будем говорить о страстях по Матфею. Как вы знаете, что это одно из самых значительных произведений Баха, не только в жанре так называемых ораториальных страстей, но и в целом в его творчестве. И вообще в XVIII веке пассионы, вот эти ораториальные страсти, являлись одним из самых высших жанров духовной музыки. Это были такие вокально-драматические действия, посвященные событиям последних дней жизни Христа, Иисуса Христа. Это Страстная неделя. Вообще первые пассионы, страсти возникли еще в IV веке нашей эры, считается так, и представляли собой просто вокально-декламационное такое драматическое исполнение отрывок из канонических евангельских текстов. И, конечно же, этот жанр огромное количество метаморфоз претерпел за эту тысячелетнюю историю, и к времени Баха уже действительно он представлял форму, близкую к современному ораториальному жанру. Вот вообще Бах написал, считается, что 4 или 5 даже пассионов, 2 партитуры точно дошли, и в последнее время тоже были открыты страсти, то есть не только по Иоанну и по Матфею, а также по Луке и по Марку. Вот. Интересно, конечно, что сочинение это композитор корректировал дважды, что не настолько свойственно ему была такая тотальная переработка. Сначала он это произведение написал к 1728 году, и в 29-м было оно снова дважды исполнено, да, и потом в 36-м он его значительно переделал, это произведение. Вот. Вы должны понимать, как вообще жил и работал Бах. Вот в церкви Святого Фомы практически еженедельно он должен был писать новую кантату на все праздники, и, как правило, просто это каждую неделю шло. На любое количество церковных праздников оно огромное. И таким образом, каждую неделю Бах должен был написать новую кантату. Но что значит написать? Если, например, в субботу служба, то к субботе она должна быть не только написана, но отрепетирована, и то есть это же какое-то время занимает, да, и исполнено. Поэтому Бах жил действительно в полном цейтноте всегда. Я просто вступление говорю, да, вам такое, чтобы вы понимали, что, конечно, исполнение такого полотна, как «Страсти по Матфею», которые идут практически 3 часа, это было действительно чем-то невообразимым. Вот. Сначала Бах, как вы знаете, может быть, кто-то не знает, работал очень много с поэтом Хенрицей, которого также псевдоним Пекандер был, да, и сначала этот Пекандер представил Баху либретто, которое композитору совершенно не понравилось, и впоследствии он переделал это произведение, это либретто, вместе с Пекандером они пришли к какому-то общему консенсусу. Вот, и к слову, да, о том, что не только написать, но и исполнить надо было, и между этими всеми праздниками Бах умудрялся писать такие полотна, как «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею». Вот. Вообще это сочинение написано для 2 оркестров, 2 хоров и солистов. Но надо понимать всем, что такое оркестр и хор в понимании Баха. В то время еще не было таких больших составов оркестра, и вообще производство инструментов не было, как сегодня, поставлено на конвейер. То есть Бах всегда исходил из того состава музыкантов, который у него был. Я вот здесь подготовил вам небольшую цитату, где Бах говорит, он писал в городской совет Лейпцига о том, сколько ему нужно человек для идеальной работы. Он говорит, что хор для наилучшего звучания должен состоять из 16 человек, по 4 голоса на партию, а оркестр из 3 первых скрипок всего, не 3 ультов, а 3 первых, 3 вторых, 2 альтов, 2 виолончелей, 1 контрабаса, 2 флейт и 2 гобоев. Вот, то есть такие небольшие оркестры. Для 2 таких небольших оркестров предназначалось это произведение. Естественно, там использовались старинные гобои, гобои Дамур, которые совершенно потрясающим обладают краской, потрясающие. Я вам всем порекомендую запись, где это можно было послушать.
Вот. Конечно, это само в целом повествование все отличалось колоссальной масштабностью своего замысла, и в полной версии они звучали не менее 3 часов и должны были исполняться в течение вечерней на Страстной недели, и после первой части была проповедь. То есть, чтобы все понимали простым языком, это действительно как бы церковная служба, вот из чего пошла опера, да, какие-то другие жанры музыкальные, декламационные, вот игры были в средневековое время, игра Данииле, да, предшественники оперы. Это как бы персонифицирование действительно чтения и пения Евангелия, то есть это давным-давно было изобретено, не только Евангелие, а каких-то историй от лица рассказчика, да, это может как декламация идти, а здесь это все положено, поставлено на музыку, то есть когда музыка действительно очень много всего выражает. И вот таким образом это, собственно, с раннего средневековья все шло, просто когда выбирается один человек, читает за Иисуса, другой за Иуду, третий за Петра, четвертый еще за кого-то, пятый хор поет, да, и Бах вот это все воплотил. Ну, конечно, такой масштаб был абсолютно непривычен для того времени, произведение Баха было совершенно не понято в высшей степени. Вот. Ну, это все лирика. Сегодня ясно, что гений Баха, он абсолютно неоспорим. И, конечно, это произведение является вершиной вообще мировой музыкальной культуры. Это апогей, это Монблан, и неизвестно вообще создано ли что-то человечеством больше, чем это произведение. Что касается строения, значит, в этом произведении 2 части, 78 номеров. Чтобы вы понимали, в «Страстях по Матфею» 3 вида текстов. На какой текст? Вот закономерный вопрос. На какой текст написано «Страсти по Матфею»? Здесь 3 вида текста. Мадригальный, библейский и песенный. Что значит мадригальный текст? Раннюю версию вообще вот этот Пикандер «Страстей по Матфею» издал, да, которую она не сохранилась. То есть Пикандер составлял различные поэтические тексты разных поэтов. Мюллера, Франка, он брал эти стихотворения, перерабатывал и вплетал в ткань. Это мадригальный текст, то есть текст в свободной поэтической форме. Также, конечно, основу содержания составляет библейский текст, это 26 и 27 глава Евангелия по Матфею, то есть мадригальная, свободная песенная форма, переработка поэтов, библейский текст второй, Священное Писание 26-27 от Матфея, и 3 это песенный текст, это стихотворные строфы немецких лютеранских церковных хоралов. То есть здесь представлены тексты тоже различных поэтов, и не только поэтов, но даже мелодии лютеранских хоралов, которые Бах, как вы знаете, гармонизовал. У него колоссальное количество гармонизаций. Вот таким образом представлен текст. 3 текстовых плана. Ну, можно говорить бесконечно об этой музыке и о том, насколько она глубоко проникает. Я думаю, что чтобы успеть в формате нашего, значит, наших встреч, 4 встреч, поскольку произведение идет 3 часа, я буду просто говорить вам содержание, перевод. Вот я, слава богу, мне посчастливилось учиться у великого человека. Это выдающийся музыковед и историк музыки, и ведущий специалист по Баху в мире. Это Михаил Александрович Сапонов, зав. Кафедры теоретического отделения Московской консерватории. Я даже с ним писал работу в аспирантуре по страстям по Матфею, ну и вообще по Баху, по особенностям интерпретации этих произведений сегодня, аутентизме, о современном исполнительстве. Да? Вот. Так что мы будем таким образом двигаться. Я вам буду говорить, читать перевод. Я всем рекомендую, кстати, его книжку «Шедевры Баха по-русски» Михаил Сапонов, который абсолютно все основные такие большие сочинения перевел на русский язык. И можно по ним буквально следить, о чем идет речь. Я вам вышлю потом, да? Вот. А мы пойдем, значит, от начала. Я читаю перевод, играю и заостряю внимание на каких-то особенных деталях партитуры. Итак, приступим. Первый номер. Хор, который как раз написан в свободной поэтической форме. Я прочитаю вам перевод. Посмотрите, о чем здесь идет речь. Здесь 2 хора, и один хор вторит другому. Первый хор поет: «О, придите, вторьте плачу, вот он». Второй хор спрашивает: «Кто?» «Ваш суженый смотрит, как агнец он». То есть это будет выражено вот такими переливами, вы потом услышите, когда я буду играть целиком, да. Вот он кто, ваш суженый, смотрит, как агнец он. Это 2 разных хора. Вот он кто, отвечает ваш суженый, смотрит, как
переклички. После чего вступает третий хор, детский, который поет 3 разных текста мадригальных. Первый текст: «Невинный агнец Божий, ты на кресте убиенный». Второй текст: «Извечно смотришь кротко, хотя презрением измучен». И третий текст: «Помилуй нас, Иисусе». А хор вторит постоянно: «Видим, что, сколь кроток он, взгляд куда, на наш позор. Видим, он из-за любви тяжкий крест свой переносит. О, придите, вторьте плачу, вот он, кто, ваш суженый, смотрит, как агнец он». Вот такие трогательные слова, и я играю от начала до конца первый хор.
Вот таким образом звучит первый хор. Вот это вот удивительно, да, окончание. Вот это вот. Вот он, кто ваш суженый, смотрит, как агнец он. Как агнец он. Вот это феноменально, конечно. Значит, идем дальше. У нас еще 77 номеров осталось, да? Поехали. Значит, дальше. Второй номер – речитатив. Я вам речитатив один спою, да, для того, чтобы вы понимали, как это звучит, да, для тех, кто этого никогда не слышал, не знает. Значит, речитатив, за которым идет хор. Вот сам речитатив разберем. Евангелист, то есть от лица рассказчика, который нам рассказывает, что происходит, и Иисус. Надо понимать, что все речитативы, кроме Иисуса, они под аккомпанемент клавесина, да, бас континуо. А Иисус, он под аккомпанемент и клавесина, и струнного оркестра идет. То есть это действительно, как Швейцер писал, невероятной божественной красоты. Просто Бах воплотил речитативы именно Иисуса. Вот здесь нам комментирует евангелист, что происходит, и отвечает Иисус. Следующий диалог. Когда окончил Иисус все слова эти, сказал он ученикам своим, и поет Иисус: вы знаете, что через 2 дня Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Вот как это звучит, я примерно изображу, я не могу это спеть как следует, да? Da Jesus seine Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern, Jesus verschob, ihr wisset, dass nach 2 Tagen Osten wird, und des Menschensohn wird überantwortet werden, das gekreuzigt wird. И после чего идет хорал в свободной форме. Иисусе Боже, разве ты преступник? За что ж столь страшный приговор объявлен? И в чем вина? В какие злодеяния ты впал, Иисус? Вот посмотрите, я это подробно разбираю связку, чтобы потом не останавливаться, чтобы еще раз вы посмотрели, как идет как бы драматическое развитие. Вот закончился этот хор, да? Как агнец. Как бы Иисус на кресте, да? Забыли, и тут же идет повествование сначала. Da Jesus seine Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern, ihr wisset, dass nach 2 Tagen Osten wird, und des Menschensohn wird überantwortet werden, dass gekreuzigt wird, будет распят Сын Человеческий. И сразу же хор поет: Иисусе Боже, разве ты преступник?
Дальше, евангельский речитатив. «Тогда собрались первосвященники и старейшины Израиля во дворце первосвященника по имени Киафа, и сообща решили взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили», вот это будет речитатив, «и когда они будут говорить, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Это начнет петь хор. Вы сейчас услышите. Вот посмотрите, начинается. Das versammelten sich hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, dass sie Jesu zum nächsten griffen und töteten. Sie sprachen aber, но говорили, только не в праздник, поет хор. Дальше идет подряд. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симеона прокаженного, подошла к нему женщина с сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и стала возливать ему на голову во время пира. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили. Вот это будет речитатив, и дальше ученики говорят хор. К чему такая расточительность? Ведь можно было продать это масло за большие деньги и раздать их нищим. Вы сейчас услышите речитатив, да? И потом такое настойчивое недовольство учеников, как выражено. Посмотрите. Речитатив. К чему такая расточительность? Расточительность. Но Иисус, все заметив, сказал им: что смущаете женщину? Доброе дело сделала она для меня. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Вылив благовоние на тело мое, она сделала это для моего погребения. Истинно говорю вам, где не будет проповедано это Евангелие во всем мире, будут говорить и о том, что сделала она в воспоминание о ней. И дальше у нас начнется речитатив и ария уже. Сейчас вот я играю этот речитатив. Sprach zu ihnen, was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Arme bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass dieses Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man nicht begraben wird. Воистину говорю вам, wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gibt, was sie getan hat. Дальше идет ария альтана, поэтический текст. Вот я вам кусочек изображу, как это выглядит. Это альт поет, я сам спою, да?
потрясающий 9 номер, вот после того, как Иисус сказал, да, будут помнить и о том, что сделала она, что смущает и женщину. Идет речитатив и ария на следующие слова. Речитатив. «О ты, Спаситель мой, ученики твои в раздорах, права раба твоя, бальзамом плоть твою для гроба приготовит. Пока молю дозволить мне из глаз моих потоком слезным омыть твою главу смиренно». И ария альта. «Каюсь, винюсь, грех мне сердце разрубил. Пусть же капли мои слезы благовонием тебе, Иисусе верный, станут». Итак, речитатив «О ты, Спаситель мой». Я так условно изображу, да, потому что это надо слушать, конечно. Du lieber Heiland, du, wenn deine Jünger streiten, dass dieses fromme Weib mit Salben deinen Leib zum Graben will bereiten, so lass mir inzwischen zu von meinen Augen Tränen fließen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. И ария «Каюсь, винюсь». Да капо. Повтор.
Вот такая ария альта. Каюсь, винюсь, грех мне сердце разрубил, пусть же капли мои слезы благовонием тебе, Иисусе, верный станут. После чего следует речитатив. Евангелист говорит: «Тогда один из 12 по имени Иуда Искариот пошел к первосвященникам и сказал им: что хотите дать мне, и я вам придам его. Они же отсчитали ему 30 серебряных монет, и с того времени он искал удобного случая предать его». Это речитатив, после чего пойдет ария. «Сердце плачь», знаменитая ария Блютенур. «Сердце плачь, кровоточи, то дитя, что ты взрастила, на груди своей пригрела, извести кормильца хочет, выкормишь, змеей явился». Речитатив. Иуда. «Восмольте mir geben, ich will ihn euch verraten». Сердце плачь.
Евангельский речитатив. А в первый день праздника пресных хлебов приблизились ученики к Иисусу со словами. Это речитатив, и хор поет: «Где пожелаешь ты, чтобы мы приготовили для тебя пасхальную трапезу?» А он сказал: «Ступайте в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, час мой близок, у тебя буду я праздновать Пасху с учениками». И сделали ученики, как велел им Иисус, и приготовили пасхальную трапезу. Это все евангелист, речитатив идет. А когда наступил вечер, возлег он за столом вместе с 12. И когда они ели, он сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вот это все речитатив, который я сейчас просто сыграю, да? Евангелист. Wahrlich, ich sage euch, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. И стали одним, вот это окончание речитатива, и стали говорить один за другим. Посмотрите, как это здорово сделано. Но ведь не я же, Господи, они будут петь не я, не я, не я, не я, не я. Это здорово, не я, да, как классно сделано. И идет хорал. То я и покаяние нести мне в адской бездне, закованным в цепях, и пытки, и оковы, и все твои мучения стерпеть должна моя душа. Это все поэтический текст у нас идет. Дальше идет длинный евангельский речитатив. Он же сказал в ответ: «Кто опустил руку свою в одно блюдо со мной, тот предаст меня. Сын человеческий идет своим путем, как предречено о нем в Писании. Но горе тому человеку, через которого Сын человеческий будет предан. Лучше было бы такому человеку не родиться». Тогда Иуда, что предавал его, вставил слово: «Не я ли, Рабби?» Говорит ему Иисус: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус, взяв в руки хлеб и произнеся над ним благословение, разломил и, раздавая ученикам своим, сказал. Вот до сюда я сейчас играю, а дальше будет отдельно.
сказал Иуда. Не я ли Равви? Sprach zu ihm, ты говоришь, du sagest. И дальше посмотрите, потрясающей красоты речитативы, я их поиграю на октаву выше, да, но послушайте. И когда они ели, Иисус, взяв в руки хлеб и произнеся над ним благословение, разломил и, раздавая ученикам своим, сказал: «Возьмите, вкусите, это есть тело мое». И потом опять речитатив. «И взял чашу и, произнеся благодарение, дал им ее, говоря: пейте из нее все, это кровь моя, кровь Нового Завета, за многих изливаемая ради прощения грехов. Говорю вам, не пить мне отныне от этого плода виноградной лозы до дня того, когда буду пить вино новое вместе с вами в царстве Отца моего». Вот посмотрите. Вот. Разломил хлеб и, раздавая ученикам своим, сказал: «Возьмите, это тело мое». И пейте теперь. Это моя кровь. Потрясающий речитатив. И дальше идут речитатив сопрано и ария сопрано, на которых сегодня мы завершим первую часть, да, первую половину первой половины. Ее я тоже речитатив попробую голосом изобразить, хотя, конечно, это все надо слушать, потому что, да, это не в моей текстуре, я вообще не певец. Значит, речитатив такой после этого: «Вкусите, это кровь моя». И идет речитатив сопрано: «Поток из слез и сердце в нем, Иисус уходит от меня, но мне отрадой стал его завет, и кровь свою, и тело в дар мне он сокровище вручает. Так и на мир земной с его страстями он зла держать не может, а только любит бесконечно». Вот это ария, я сейчас ее попробую изобразить, не успейте изобразить. Mein Herz in Tränen schwieg, dass Jesus von uns Abschied nimmt. So mach mich doch sein Testament erfreut, sein Fleisch und Blut, o Köstbarkeit, vermacht mir in meine Hände. Wie es auf der Welt mit Dienenscheu seinen nicht böse können meine
Смотрите, как тонко. Он зла держать не может, а только любит бесконечно. Nicht böse können meine, so liebt sie bis an das Ende. И ария. Сопрано знаменитая тоже. Ich will dir mein Herz schenken, да? Сердце я тебе дарую, снизойди в него, Господь. Пребывать в тебе стремлюсь я, мелок этот мир тебе. И по мне лишь ты один, больше мира и небес. Вот, дорогие друзья, таким образом заканчивается эта ария. Сердце я тебе дарую, снизойди в него, Господь, пребывать в тебе стремлюсь я, мелок этот мир тебе, и по мне лишь ты один, больше мира и небес. После чего начнется следующий речитатив, и воспев пасхальное словословие, вышли они из дома к горе Массалим, тогда Иисус говорит им: «Все вы впадете в соблазн обо мне этой же ночью, ибо сказано в Писании: я поражу пастуха, и овцы стада рассеются. Но восстав от смерти, я буду ждать вас
в Галилее. Это следующий речитатив, который мы, по-моему, идеально в час укладываемся сегодня. Я волновался, что буду много говорить, можно было даже побольше еще рассказать. Но я постепенно буду вам какие-то дополнения давать, и мы таким образом за 4 дня дойдем до конца. Единственное, что первая часть, она немножко короче, чем вторая. Первая часть где-то идет час 15, вот мы сегодня сыграли 35-40 минут музыки, да, примерно, а вторая часть час 40. Так что вот сегодняшние эфиры, послезавтра они будут часовыми, а потом у нас пятница и воскресенье будут уже эфиры подлиннее, потому что там больше музыки. А запись я выложу в Фейсбуке, потому что я в основном на Фейсбук, да, даю эти эфиры, вот. И, ну, если кому-то нужно в личных сообщениях, вот недавно, я знаю практически все записи этого произведения, ну, и вообще интересуюсь много Бахом, но вот недавно вышло, по-моему, 2 года назад, Ван Фельдхофен, голландское баховское общество, они абсолютно аутентично это все делают, играют, и действительно у них потрясающее просто исполнение, так что обращайтесь, я вам обязательно пришлю, чтобы вы уже с пониманием как-то это все послушали. А всем, кому интересно, то есть вот после такого краткого моего экскурса, послушать исполнение с текстом, есть книжка «Шедевры Баха по-русски». Прямо набираете Сапонов, Михаил Сапонов, «Шедевры Баха по-русски». Она в свободном доступе, ее можно скачать на компьютер, да, или распечатать. И вы ее, то есть берете, распечатываете, и можно эту запись слушать с переводом текста, что будет очень интересно. Я должен вам сказать, что, конечно, такие произведения, как «Страсти по Матфею», ну, это нужны десятилетия, чтобы углубиться, чтобы понять, что здесь происходит. Но, тем не менее, я надеюсь, что вот даже такой маленький небольшой экскурс вам будет всем полезен и интересен. То есть это действительно идет все, и опера, с чего началась, да, со Средневековья. Священные писания, читаемые по ролям, как бы, да. Сначала это было без музыки, просто чтобы лучше понять, лучше проникнуть. От этого и опера зародилась, чтобы лучше проникнуть в смысл, в содержание. То есть люди читают один за одного, один за другого, так постепенно это все наслаивалось, и как огромный цветок расцвело во время Баха вот такие огромные страсти. Конечно, потрясающие, когда мы это все знаем, понимаем перевод, да, допустим, это обычно, это, конечно, на немецком всегда исполняется, но иметь в руках перевод и вообще вот эту книжку «Шедевры Баха по-русски», это всем будет полезно. Потому что это, конечно, такие вершины, которыми можно, ну, духовная пища вот доказывает, что она существует. Это могут доказать вот такие произведения. Только Бах, конечно, это композитор космического масштаба абсолютно. Вот. Дорогие друзья, всем большое спасибо за эфир. В среду мы продолжим от 20 номера до 35 до конца первой части. И первую часть мы таким образом завершим. И пятница у нас будет, значит, и воскресенье, соответственно, вся вторая часть от начала до конца. Еще раз всем большое спасибо. Ссылку пришлю по просьбам. Всем хорошего вечера. Пока.